Что у нас? Сегодня у нас вторник, 7.08. Сейчас сбросим. Так. Пока один человек смотрит, и то, наверное, с-за рубежа. Напишите, кто откуда. Напишите в комментариях, кто откуда. Важно, потому что надо будет либо какую-то иную площадку искать, либо я буду в меньшей степени пилить прямые эфиры, потому что если мало людей смотрят, ну или определенные затруднения при просмотре, зачем доставлять неудобства людям? Люди будут нервничать, хотеть меня услышать. Святое слово Халтаров. Зуртана Халтарова. Пью кофеек. Так. Так, что у нас там? Чат включен, задержки нету. Так, нас продолжает один человек смотреть. Вполне возможно, что этот один человек это бот. Так. Сейчас я тут монтирую видео. Это, блядь, ерунда произошла. Я там настройки испортил, нахуй. Продолжает один человек смотреть. Ну, что там, всем понятно новости. Сейчас основная новость это о том, что вооруженные силы Украины, значит, перешли в стратегическое, ну, тактическое нападение, так скажем. Вторглись в Курскую область. Причем, если раньше думали, видимо, вот эти предполагали, что это какие-то силы РДК, там, сибирского батальона и так далее, оказалось, что это довольно крупные группировки, чаще крупные группировки вооруженных сил Украины, по-моему, это 111-я бригада, точнее, или 101-я бригада, не помню. Ну, в общем, достаточно большое соединение зашло, и расчет оказался верный, потому что вот те части, которые стоят по границам, скажем, не с Белгородской области, а с Курской, там в основном стояли срочники. Что такое срочник в российской армии? Это раб фактически. То есть его не обучают, не стрелять они не умеют, ничего. И расчет верный. То есть я предполагаю такой, что целью были именно людишки, для того, чтобы захватить как можно больше, значит, вот этих срочников и так далее, чтобы мамки. Причем, ну что такое срочник сегодня? 24-й год, срочник, отнимаем 18 лет, это тело, которое родилось в 2005-2006 году, короче. Ну, то есть это фактически вот моего поколения дети, короче, да. И вот эти вот дети, они как бы при Путине выросли, и при Путине же сдохнут.
там же, в Курской области, потому что кого успели захватить, а кто дурачок, ну, там, по молодости, там, сопротивлялся, стрелял, там, и так далее, был физически уничтожен. Естественно, и труп тоже сойдет, потому что на обмен трупы тоже забирают, если есть возможность такая, то, естественно, что через какое-то время пойдут там эти плачи Ярославны, по поводу того, что вот там пошел в срочную службу там и так далее, и ничего ему не полагается. Сейчас Путин, наверное, экстренно пиарные ходы там предпримет, короче, вот там погибли, защищая родину, срочники, вот вам там сколько там, 8 или 12 миллионов рублей, короче, там, ну, дадут, потому что Путин прекрасно знает, что он развратил это русское общество. Я еще помню, где-то в году 7 или 8 я охуевал от того, что мне там какая-то русская бабенка там заявляла, что ну у нас денег полно, типа у русских, да мы вас там всех с потрохами купили. Бурят, ну имеется в виду, она про бурят говорила, что, значит, если надо, всех остальных купим, короче. А я говорю, ну, что, и американцев купите, говорю, с англичанами. Да, говорит, ну, типа, деньгами закидаем, короче, типа, и они нам задницу будут лизать. Ну, как мы видим, не у всех честь потеряна, короче, да, то есть не всех они перекупили. Но вот эта вот идеология путинизма, раннего путинизма еще, это был 6-7 год, это был ранний путинизм, короче, ну вот это вот тяга, так скажем, Русни к тому, чтобы своровать чужие ресурсы, потом их продать, и она вот это все, их вертикаль, вот эту власть, она абсолютно сильно пронизывала, да. И что мы видим сейчас? Что действительно, то есть вот эта гибридная война, которая там осуществляется Путиным, да, то есть за это время там выехало огромное количество этих жуликов, которых вот сейчас обменяли на этих полудурков. Ну, полезные идиоты это называется, читайте. В том числе Сергея Григорянца, я ссылки сбрасывал, ну, может быть, под этим видео тоже сброшу ссылки на произведение. Там он очень четко расписывает, вот, что политика КГБ по отношению вот к этим, ко всяким, то есть там они где и прямо агентов закидывали, а где и полезных дураков. Ну, вот, например, тот же Солженицын, да, вроде как не агент, но для русского мира он там уже там как русский националист такой, вот, выступал на Западе и так далее, что говорит, коммунисты это так, это временно, сейчас вот Русь проснется, типа там, ну, всякую вот такую чушь, короче, базаря. И поэтому, естественно, то, что потом вот, так скажем, на базисе, на котором повстала эта ФСБшная, КГБшная, значит, платформа, она частично опиралась не только же на произведениях философа Ильина, но еще и на произведениях Солженицына, вот этих украинофобских стихотворениях Бродского, великого русского поэта, лауреата Нобелевской премии. То есть, понимаете, вот такая система идет. И вот то, что там сейчас сдохнут срочники, это, конечно, будет какой-то временный там пиар-проект, но украинцы правильно сделали, потому что, скорее всего, русня не ожидала такого хода, да, что сейчас им в тылы зайдут, короче, с Курской области. То есть это углубиться в Курскую область. Там некоторые говорят, что там цели и задачи украинских ВСУ это захват там Курской АЭС, там еще там что-то, ничего подобного. То есть они просто готовят плацдарм для того, чтобы ударить во фланг русским войскам там где-то в Белгородской области там и так далее. Абсолютно правильно. То есть они тоже начинают растягивать линии снабжения и все прочее. То есть там ждут определенных перемещений по фронту. И более чем уверен, что будет осуществлена военно-морская, военно-десантная операция в Крыму, короче. То есть как только Путин натянет определенные силы, будет нанесен мощнейший ракетно-бомбовый удар по Севастополю. Значит, все остатки вот этого хваленого русского флота будут уничтожены, Черноморского. Для этого так прощупывают различного рода ракетами вот эти системы ПВО, подводную лодку там затопили, никому нахрен не нужно. Но будет десантная операция в Крыму, это 100%. Вполне возможно, что там будут как раз участвовать в том числе добровольцы.
представители стран НАТО, так скажем. Так что в 2024 году вполне возможно, что война закончится, потому что, ну да, украинцы понимают, что если придет Трамп, и это такая, ну, байка, шутка, как бы, да. Сейчас опять этот полудурок мне звонит. Так, Зора, привет, здорово, как ты? Жив, здоров, спаси Христос. Сейчас просто. Так, сейчас подождите, я свернусь. Так что будет определенная операция в Крыму, короче. То есть неспроста они до этого уничтожили там вот этот, как он называется, паром, который там плавал, значит, эти составы перевозил, короче. Поэтому тут абсолютно нормальное решение, правильное достаточно. То есть они там сейчас будут плацдарм создавать, короче. Плюс почему так? Потому что ПВО завели, короче, начали сбивать, и до этого еще были акции по поводу аэродромов, где там всякие стратегические бомбардировщики стоят, там многоцелевые и все прочее. Парочку их уничтожили, потому что, ну, вы же знаете, там Су-34, что еще там, еще какие-то самолеты в ростовском там аэродроме прям накрыли. То есть сейчас будьте покойны, никаких там Рэмбо не пригодилось, всяких вот этих тухлых воздуханов, которые там это как только воздух умеют сотрясать, короче. Там великие военные там и так далее, а на деле это кого метр с кепкой, это хрена. Так что тактики, стратегии там в ВСУ нормальные. В общем, сейчас мы будем смотреть, как фронт русский посыпется, короче. Или там где-нибудь вынуждены будут какие-нибудь вот эти штурмовые части отвести с фронта где-нибудь на Донбассе. И там на Донбассе случится прорыв, короче. Так что это. А вот это все байки, это Доппельгангер, этот по поводу того, что там Украина, это все русская пропаганда, короче, которая вот сейчас, по-моему, ФБК, не ФБК, а Медуза или еще какая-то вот организация, они провели анализ пропаганды в разных странах. То есть общий смысл пропаганды такой, что Украина скоро проиграет, санкции не работают, типа. И, значит, что вот некие там силы, там какие-то вот там иллюминаты, еще всякая прочая чушь, короче, они типа разжигают там вот эту ненависть, короче, там вот эти вот полудурки всякие появляются по типу этих всяких воинов там этого, всяких этих национал-социалистов и так далее, которые вот Фарион застрелили, короче. То есть все это идет в рамках вот этой системы Доппельгангера, короче, русской пропаганды, в которой, кстати, вот эти вот всякие бывшие ментошки, вот эти всякие участвуют, тоже там начинают вонять, орать там, короче, великими экспертами вдруг стали и так далее. И это все разоблачается. Ну, то есть, потому что есть большой массив данных, они анализируют, значит, вот эти записи в Твиттере там, и так далее. То же самое, вот как вот этих бомжей в Англии, да. Но я об этом буду говорить больше в пятницу. Но сейчас тоже немножко проговорю по поводу того, что там эти, мне там пишут, ой, это в Англии там гражданская война. Я говорю, какая там гражданская война? Вы что, говорю? Вы читали про гражданскую войну в Англии? На каких, что стало причиной гражданской войны в Англии в свое время? Ну, почитайте хотя бы, да, про Кромвеля, там, про этих Левеллеров и так далее. Что это? Кто? Пароль. Народ честной Пугаев, короче. Так. Nie wiem. Spytałem. No to trzeba pytać, bo tam czasami ktoś tam po prostu. Ktoś powinien być po szóstej. Jak... No to może być Julia chyba. Słucham. Do kogo? Może by ktoś do Żuzi. Nie odzywa się.
No nie wiem, może zdarzył ktoś. Tak. Так, на время эфиров блокирую эту Буханде, чтобы не отвлекал. Ну, 17 человек нас смотрят, нам это наживо. Так. Что еще там? Ну по поводу вот этих. Так, ну, я глянул, там это бомжи просто, короче, вот эти английские там эти всякие. Посмотрел там еще, ну, на моем телеграм-канале посмотрите, я там скидывал, короче, значит, что там прослойка вот этого белого мусора, короче, допустим, одна женщина, двое детей, плюс если у нее еще арендный дом, короче, то там получается, что ей выплаты больше, чем 1100 фунтов в неделю, блядь. В неделю. И она говорит, зачем мне при таких выплатах работать? То есть, и вот это вот все отребье, короче, причем, ну, понятно, возможно ли бомжей ресоциализировать, например. И вот там оказывается такая система, что вот эти те, которые на английском, так называемом, по-моему, это social credit, по-моему, называется, или как-то по-другому, ну, в общем, что-то с кредитом связано. Что такое? У нас тут небольшой ремонт, просто там всякие людишки непонятные ходят. Ща, короче, я вернусь, кофейка налью еще. Так, куда ложка подевалась? Что за прикол? Ладно. Думал, меня заглючило, короче. Так, ну и вот, и, короче, вот эти вот чуваки, которые там на велфере сидят, они, значит, вдруг их именно таргетировали, да, ну, то есть они сидят постоянно в этих социальных сетях, короче. Ну, естественно, там эти английские правые, короче, которым там, ну, они давненько, кстати, не выступали, там руками не махали, потому что раньше у правых отдушина была это футбольные болелы. Но там в 90-е годы, после того, как английские болельщики там убивали кучу народу, внутри Англии там провели очень жесткую такую систему по болелам, собственно, вот то, что сейчас всякие паспорта болелы там и все прочее. Есть это, короче, именно защита вот от проникновения вот в эти штабы болел, короче, всякого правого там движа, короче. Ну, оно, естественно, там выродилось, то есть уж совершенно, ну, там какие-то вот, я не знаю, как их можно описать, скуфы, что ли, короче, какие-то беззубые, там, толстопузые, короче, на ирландском мыле отпитые, короче, выползли и начинают там орать, что вы там у нас мигранты, у нас там работу воруют, короче, и все прочее. А там один видео записывает, короче, какой-то араб, ну, такой молодой, подкачанный, короче. Он говорит, какое я у тебя работу отнимаю, ты, говорит, это, с 2 клетками головного мозга, какую я у тебя работу могу отнять, говорит, там, с пивным пузом, короче, и там какая-то такая, ну, знаете, как всегда в этих сообществах, короче, ну, люмпинов, там всегда бабы заводилы. Ну, они бабы заводилы, какие они там подтягивают из-за этих мужичков, короче, куколдов. Ну, и она там что-то подтягивает, он говорит, ты, говорит, томатная рожа, короче, там что-то. А у нее действительно
круглая такая морда, короче, и красного цвета от того, что, ну, у алкоголиков хронических, у них же вот эти капилляры здесь разрушаются, плюс еще какие-то внутренние заболевания там случаются и так далее. Плюс, естественно, там это наркоманы, вся вот эта шваль отребья, которую раньше Англия там либо в Первой мировой там спалила, либо во Второй мировой, либо там в колонии высылала, короче, во всякие там ЮАР, короче, Австралии там и так далее. До сих пор же там есть такая тема, что ты типа тебе деньги подъемные дают, чтобы ты с Англии свалил, короче. Ну, там типа и работа будет, и все прочее, короче. То есть такая тема. Ну и вот, ну естественно, никто не хочет с Англии уезжать. Что я буду, нахрен буду уезжать, я могу на велфер прыгнуть, короче. Да, и штука на двоих детей, а там многие 5 детей имеют и так далее. Ну и, конечно, мигранты тоже, которые получили там, например, то же самое гражданство английское, да, британский паспорт и так далее. Ну, они тоже сидят, ну и что, хрена ли там, экономика мощная и так далее. Ну, вот эта проблема вот этих всех хлебных раздач в том, что людишки теряют способность к работе. То есть они, конечно, могут там где-то подрабатывать, еще что-то, но там вот эти куча вот этих английских сериалов, например, вот эти, как они называются-то? Сейчас я... Бездельники такой сериал есть. Американский сериал. Американский сериал, который был построен на английском сериале, короче. И вот я советую вам английский сериал посмотреть, там, ну, куча приколов таких чисто английских. Так, в РФ еще не блочит YouTube. Его замедлили. То есть входящий трафик с Ютуба, с серваков у Ютуба, который идет, он замедлен искусственно. Что думаешь про наших? Но ситуация такая, что здесь в Польше, короче, растет узбекская диаспора. В Варшаве, например, уже насчитывается 20 тысяч узбеков. И если раньше узбеки там выбирали, скажем, Москву и так далее, они сейчас мигрируют в Польшу, потому что здесь зарплаты, может быть, такие же, но зато качество жизни выше гораздо. А учитывая, что, ну, например, когда диаспора складывается, то там, естественно, быстро люди богатеют, которые, ну, самые первые, самые такие, ну, матерые приехали. И здесь я уже вижу, ну, таких узбеков в кованах, таких, видно по ним, короче, что он молодой, но у него там денежки маются, потому что, ну, он там, скажем, привез 100 узбеков оттуда через свою фирму, короче, которую он здесь зарегистрировал вместе с каким-нибудь поляком там или с каким-нибудь там арабчиком, короче, который, ну, 100 человечек привез, 100 человечек на него работают, короче. То есть он им платит самую минималку, ну, как работодатель, короче, а с этих берет повышенный курс, короче. Ну, и на разницу живет. А если, прикинь, 100 человек, а если 1000 привез, короче, что там, соответственно, маржа-то, ну, разница между тем, что он получает от поляков, и тем, что он платит, короче, этим, еще плюс зарабатывает на том, что, скорее всего, сдает жилье, какие-нибудь хостела там и так далее. Тут поляки-то тоже довольны, на самом деле, потому что средний бизнес, ну, средний класс польский, он как раз всегда жил за счет того, что поляки много работали. И вот в Польше, например, есть статистика, она открытая, что поляк, он всех больше работает в Европе. Ну, то есть, там подсчитано среднее количество часов, сколько он... Это именно по официальной статистике. Я встречал здесь еще поляков, которые помимо того, что официально работают, потом после работы идут работать неофициально, короче. То есть и там получается, что он может на одной официальной работе быть, и, скажем, на 2 неофициальных. И в субботу, в воскресенье еще тоже может вкалывать, короче, потому что, ну, денежки нужны. И здесь, в Польше, в отличие от Германии, тоже, например, ну, так они вот так смотрят на то, что там, ну, платят готовкой, так называемой, наличкой, короче. То есть, ну, и многим удобно, потому что, например,
Ну, там минимум отчетности, минимум всяких этих, короче, плюс там как систему обналичивают? Он просто ставит кому-то из польских работников зарплату, скажем, там, десятку. С этой десятки отчисляет там все налоги, все прочее. То есть, ну, зачастую это родственник какой-нибудь, там, жена, там, еще там кто-нибудь, короче. И она уже с этой суммой, короче, этим раскидывает наемным работникам. Ну, и многие там украинцы, белорусы по такой схеме работают, короче. То есть, хотя это тоже незаконно работать без. Но проблема здесь миграции, она в чем состоит? В том, что многие, те, которые заехали, у них, так скажем, работа привязана к этой визе. То есть, точнее, виза к работе привязана. Как только он потеряет работу, есть большая вероятность, что его просто депортируют. А других возможностей там встать на учет или податься как беженец и так далее. То есть, ну, понятно, что, допустим, с туркменами, там, может быть, представителями там, Таджикистана и там где-то еще там эта система работает. Поэтому тут не нужно ничего удивляться. Ну да, вот растет, и поэтому узбекская диаспора, скажем, здесь она будет расти. Я думаю, что в Варшаве через какое-то время будет 40 тысяч. Уже я был там каких-то... Причем Узбекистан, он же не географически, а даже этнокультурно делится на две части, короче. А может быть и на три части. Ну, и, в общем, мой там знакомый был вместе, и они так, ну, на тюркский язык же близкие, они поразговаривали, короче. И он говорит, что вот этот ресторан, он по культурному коду там, потому что готовит он ближе к туркменам, короче. Понимаете, да? Тонкости. То есть... И узбекская диаспора, она здесь растет, и, конечно, многие там, ну, пожив здесь в Польше, скажем, они понимают, что там вот эти всякие Москвы там и так далее, то есть им смысл туда не поехать, короче. Здесь Европа, в конце концов, они многие ждут возможности легализоваться здесь, получить польский паспорт, скажем, и уже потом там Европа вся открытая, короче, всякие там Германии там и так далее, короче. То есть я более чем уверен, что часть, конечно, узбекской диаспоры, она воспринимает Польшу как место якорного, ну, как бы якорная страна, в которой можно хорошо детей воспитать, вырастить там и так далее. То есть работы много, в том числе нелегальной, да. А с другой стороны, они рассматривают Польшу как трамплин для того, чтобы попасть в другие страны. Ну, как и поляки сами рассматривают. То есть, я вот как-то с удивлением тогда обнаружил у Шафирова, когда был, что чувак типа скупал какие-то предприятия, которые за время коронавируса банкротились в Польше. Немец. Я думаю, странно, что это за ерунда. А потом понимаю, ну, то есть, поляки где-нибудь работали тяжело, там, 10-15 лет где-нибудь за рубежом, в Англии, там, в Северной Европе или там в Шотландии или в Ирландии, да, заработали деньги, там, ну, у них там родители умерли, там, или еще что-то, ну, надо в деревню возвращаться, там, дом есть, все есть. Ну, и что делать? Ну, сделаем бизнес, блядь, короче, какой-нибудь там же растет, вот рынок, там, строится, там, строительные материалы, что-нибудь там, унитазы, еще какая шляпа. Ну, естественно, толком не зная, как этот бизнес работает, как система работает, как современные все эти механизмы работают, но открывают предприятие, а оно потом, ну, как это... То есть работают, дожигая те финансовые средства, которые у них были, короче. И почему рискует? Да потому что он всегда даже на старость может снова с этим паспортом поехать там, в Соединенные Штаты Америки, в Канаду, в другие еще страны, короче, практически без визы. Зарабатывать нормальные деньги и в ус не дуть, короче. Ну да, ну вот Ренчин Гамбой пишет, здесь на Брайтон-Бич есть сеть магазинов продуктов Ташкент, так что Брайтон-Бич обузбечился. Но дело в том, что, видишь, он изначально был такой, потому что в свое время, когда Голда Меир выменивала евреев, короче, ей вместо, как там, по меткому, этому, значит, одного из диссидентов, короче, замечанию, что пока там
Сотни еврейских интеллигентных семей, там, Москвы, Петербурга, короче, ждали вызова, короче, в Израиле, в США и все прочие страны, да, значит, Советский Союз подсунул им там необразованных, типа нецивилизованных бухарских евреев, короче. И поэтому Ташкент, ну не Ташкент, так скажем, а представители Центральной Азии, так скажем, да, еврейского происхождения, они на Брайтон-Бич были еще вот самыми первыми, наверное. Поэтому неудивительно, что там такой, ну, несколько более низкий интеллектуальный уровень, чем где-нибудь Пало-Альто или еще в каких-то других местах, там типа Силиконовая долина, куда образованные евреи ехали. Поэтому тут не нужно ничему удивляться, на самом деле. Русский мир будет замещен узбекским саламом миром. Но казахам тоже надо об этом думать. О том, что Золотая Орда и так далее, она же никуда не пропала, короче. Вот сейчас, в принципе, да, смотрите, украинцы наступают на Курск, а возьми Кадыров и скажи, что народа Дагестана, вставайте за независимость Кавказской Республики, короче. Соберет 2-3 батальона нахуй, прямиком на Москву, короче. Кто его остановит? А там тот Ахмат, те два Ахмата, которые они там такой шорох наведут, короче, что там весь фронт рассыпется, короче. И боевые буряты там пукнут, короче. Ничего не смогут сделать все эти герои эти. Кстати, накидайте ко мне информации по поводу того, где служит дядька Вьюшковый, короче. В какие он там войска попал, потому что вот я читаю, да, там Тугутов у него фамилия. Тугутов Андрей Дмитриевич, короче. Там был другой такой Виктор Тугутов, короче, но он умер в США. Про него, кстати, там что-то этот... Сейчас найдем эту публикацию. Что-то статью убрали, что ли? Была же статья. Была статья и нету сейчас, подождите. Андрей Тугутов, вот сейчас читаю, что там. Ассаламу алейкум. Муфтият. Так, вот пишется. Перед самым отъездом на Донбасс Андрей Тугутов успел дать интервью. А, это номер один было, извиняюсь. Лондонский бизнесмен полгода добивался того, чтобы отправиться на СВО, причем не по контракту, а по мобилизации. Деньги ему не нужны, есть просто желание отдать долг Родины. Сейчас он уже в зоне боевых действий, но перед отъездом в последний день августа, это 23-й год, успел дать интервью нашему изданию, объяснив, почему такой шаг, короче. А сейчас вот недавно только, целый год терпела Вьюшкова, целый год терпела, короче, ни разу не высказалась по этому поводу, короче. Ну что, ждала, видимо, что дядя забушлатится, или, видать, ей там претензию предъявили, короче, а что ему, дядя-то твой там, короче, воюет, и она, ну, уже нельзя скрывать, уже надо
там какую-то позицию высказать, и она к нему, как этому, на деревню дедушке письма пишет, короче, и обращается, ну, я надеюсь, там, дядя, ты же вот такой был антивоенный, там, ты же там, короче, там, какие-то там, этого афганца там критиковал какого-то там, еще там что-то критиковал, там про войну так говорил, а что это вдруг старый стал и поехал, короче. Ну, аутизм. Ну, деньги, долги какие-нибудь карточные. Мы же не знаем всех тонкостей и нюансов. Может, жена ушла там от него. Делать нечего, вот заскучал, поехал на войну. Тем более он там где-то, я вот читал, что он профессиональный военный был. Вплоть до 91 до 92 года, а потом, короче, он, когда денег не было, он ушел в бизнес, в строительство там, и так далее. Да, многие вояки уходили, кстати. Вот он пишет. Андрей Тугутов, успешный предприниматель в сфере строительного бизнеса. В Бурятии он руководил целой сетью компаний, а позже реализовал свой проект в Монголии, как человек, имеющий военно-историческое образование, поделился с нами мнением касаемо причин начала специальной военной операции, короче. Ну и тут он дальше нахуй хуярит. Ну прям такой вот этот политручинах, короче. Конфликт неизбежен там. На Западе Россию там не признают как равную, короче. Ну вот это вот вообще шляпа. Ну то есть вы представляете, какой вот этот кондовый, махровый этот, как его, нацист окопался в семье Вьюшковых, короче. Нет цели навтыкать флажки, короче. Ну, там вот он расписывает как-то. Мы болеем еще бы 20 лет, это было бы неизлечимо. СВО это испытание своего рода лекарства, блядь. Вы представляете, как базарят, как это затирают. Они похуже этого мента-пропагандиста, который там это в Америке-то сейчас окопался, короче. Там лечат вообще по полной. Там, короче, деньги-то деньгами, если нашему человеку со стороны Украины предложат те же самые деньги, он что, перейдет на их сторону, по-вашему? Вот такой вопросом задается, короче. Да никогда в жизни, говорит. Есть те, кто поехал из-за чувства долга перед Родиной, ну, дурачки, короче, ну, чувство долга, там, все это шляпа. На памяти у него были конфликты в Афганистане, в Чечне, когда материальная поддержка военных куда более скромнее, если после ранения бойца или убили хотя бы ту грамоту, уже было неплохо. Поэтому Тугутов считает, что если сейчас и деньги дают, это лучше, чем если бы не давали ничего, короче, понимаете? Вот. О, смотрите, в молодости Андрей Тугутов после срочной службы в армии, дядька Вьюшковой, решил стать профессиональным военным. Окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Служил в Бурятии, Сосновом Бургусе, на Озер-Забайкалье. А потом наставили 90-е, он ушел в бизнес, поскольку времена были сложные, переломные, авторитет армии упал, зарплату задерживали даже военным. Ну, он, короче, что я понимаю, там спиздил просто технику со всяких стройбахов. И, видимо, параллельно, когда вот это там, ну, реорганизация всякая была, короче, они, видимо, там организовывали стройки и за счет этого деньги зарабатывали. А там же этого строительного-то барахла полно, эти всякие перекрытия, бетонные блоки, это все шляпа там вообще в неограниченном количестве было. Да они просто могли там со всех этих строек, со всех этих стройбаз собрать металлолом, сдать его, короче, и вот так прекрасно жить, короче. Ну, то есть это такая, мутки такие. Ну, и вот там... Поскольку политрук, видимо, там быстренько сообразил. Ну, еще, наверное, курируемый какой-нибудь, естественно. Так, ну и вот он тот летописец войны. Одна из них опыт. Ну, короче, вот прям такая-то, прям рассеклись, короче, да, я такой думаю, ну, неплохо. Неплохо, короче. И целый год Вьюшкова, знаешь, что у нее такой дядька, пропагандист, короче. Причем еще такой политручина, короче, да. Она нам там что-то затирает, короче, вот там какие-то там, блядь, графики приводят, еще что-то там, короче. Ну, в общем, смех да и только, короче. Так. Ну, китайцы это не наша проблема, так скажем. С другой стороны, я считаю, что маньчжуры должны вернуть себе Дальний Восток. Это их земля, это их территория историческая. И вообще Азия для азиат. То есть, если в целом, вот сейчас как раз думаем над нашим уставом нашей партии, и,
Но я не хочу, например, лозунг «Азия-азиат» туда помещать, короче. Но мы как бы склоняемся к тому, что в Азии должны жить азиаты. То есть вот все, что считается Азией, там должны проживать коренные, так скажем, природные азиаты, короче. То есть ни одной лаптиногой, значит, ни одного лаптя, короче, на азиатских землях не должно быть. Лаптята, ну, я не знаю, как там, женский род лапти, я не знаю, как будет, короче. Ну, короче, в общем, женские лапти могут оставаться. Для нас это даже будет радость. Ну, вот, я продвигаю еще один такой проект, короче. Многие немножко недопонимают его, экологичность этого проекта и мессианскую роль. Но вот русским я здесь периодически рассказываю про то, что матка русской женщины восстановит численность бурят, якутов, тувинцев и так далее. То есть они сначала, значит, работали на уничтожение бурят, на ассимиляцию и так далее. А теперь вот матка русской женщины будут восстанавливать нашу численность на специальных заводах, короче, по воспроизводству бурят. То есть у всех вот этих буряток будут скупаться яйцеклетки по 100 по $200 за яйцеклетку. Причем всяких там наркоманок, больных, там, в общем, каких-нибудь там на социальном дне, которые в Америке оказались и так далее. Будет специальная организация скупать эти все биологические материалы, замораживать и, значит, осеменять лучшими генами бурятскими. И, значит, подсаживать русскую матку и там по одному, по два, ну, в зависимости от того, сколько раз русская женщина рожала, короче, то есть, ну, иногда можно сразу 5 подсадить, чтобы, короче, за один раз 5 эмбрионов там воспиталось, короче. Ну, через какое-то время, конечно, там санаторно-курортные условия, естественно, там. Я думаю, что несколько курортов вот этих, которые сейчас загибаются, как раз превратим в такие фабрики. Усиленный паек, хорошая кормежка, короче, в общем, отсутствие стресса. Значит, и вот потом будем выдавать ордена и грамоты, короче, этим русским женщинам, говорят, что вот вы там Алангуа первой степени, Алангуа второй степени, Алангуа третьей степени, короче, ну, что-то типа подобного. Ну, грамоту выдадим и нормально. Ну, и стало быть, здесь многие, ну, так россияне так поначалу так послушают, любители. Ну, я так на русскомерность проверяю. И это, короче. А потом у них вот реально, ну, то есть это сидит в башке, короче, то есть. А потом они бомбят, они там на каждом мероприятии говорят, а вот Халтаров, ты вот послушай, что он там говорит, там про русскую матку и так далее. Я уже даже не говорю ничего. За меня там начинает выдумывать, додумывать, короче, я такой думаю, ну я ушел в народ, короче. То есть. Ну, это что неоднократно со мной случалось. Так что вы даже много, вот кто помоложе, короче, многие даже не знаете некоторых приколов, которые там в Улан-Удэ Бурятии есть. Это я их запустил, короче. Я их автор. Так что это как его. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Геннадия Хипхенова. А вот видишь, Геннадий, вот для чего, вот почему я лидер-то, короче, понимаете? И партию делаем для этого. А потом я действительно думаю, я вот пообщался с многими людьми, да, вот особенно там с этими, со всякими аполитичными бурятосами и так далее. А я потом понимаю, у них же ведь энергии не хватает, короче, витаминозы, плюс вот это йод-дефицит там и так далее. То есть у них неправильно организм построен. Башка-то большая за счет, ну, того, что там рахит, там все прочее, да, когда-то был. Мозги большие. И все ресурсы, вот они как бы идут на мозги, короче, на содержание мозгов. А на деятельность мозговую требуется еще больше энергии, короче, понимаете? И вот у многих, у бурятосов ее не хватает как раз вот этой дополнительной энергии для того, чтобы, ну, мозги обеспечивать. И, короче, в итоге вроде и голова большая, а дурак дураком, короче, ну, такой штампами
мыслят. А почему штампами? Потому что штампы, они такие, знаете, вот эта зубрежка, там все прочее, да, вот неоднократно же там показывали о том, что всякие вот эти старики в состоянии деменции, там, короче, болезни там всякие Паркинсона, Альцгеймера и так далее, но они очень хорошо помнят всякие песни там, танцы, там еще там что-то, то есть они, многие там, которые бывшие там эти, всякие пианисты, там, музыканты и так далее, они там блестяще играют и все прочее, да, то есть у них память-то вот то, что зазубривалось, и лежит на низком более уровне энергии в мозгах, короче, где не требуется вот подключение интеллекта, а требуется именно механическая обработка. Ну, какой там интеллект, когда ты что-то играешь, короче. То есть это чисто тупо механическое там какое-то запоминание происходит. Вот оно работает, короче, да. А когда вот нужен интеллект, а на интеллект уже вот этих не хватает. Энергии, энергетического уровня. И я понимаю, почему вот среди бурят очень сильно они распропагандированы, короче. Большая голова, мало энергии и с детства не развивается. Видите, нужно с детства постоянно на национальную тематику говорить с детьми. Я как раз вот в тот период оттепели, так скажем, попал, когда, ну, у меня и родители непростые, короче, и детки с бабками там и так далее. То есть жизнь они нормально прожили, трудовую прожили, они как большая часть бурятосов там, как попало нахуй прожила, короче. И вот с детства это нужно прививать, короче. И почему вот сейчас в нашем политическом вот этом, значит, политесе, так скажем, да, пространстве полно всяких деятелей культуры, искусства и так далее. А их с детства учат притворяться. Ну, то есть базарить на какую-нибудь хрень, короче. Ну, то есть вот заучивать там что-то и так далее. Вот, ну, его поставили на какую-то должность, там, типа, бурятским возрождением, объединением, там, бурят что-то заниматься и так далее, короче. Ну, сейчас что-то смотрю, в списки внесли, короче, и какая-то тишина, все что-то там молчат, мышатся, короче. Ну, и вот сейчас бы хотел бы тоже, сколько мы уже 41 минуту сидим, но еще 20 минут поговорим. Больше не буду вас задерживать. По поводу вот, включения в список вот эти 55. Ну, фейковую организацию Комитет независимости Бурятии, короче. Для чего ее Ханхалаева создавала вместе с, как его, с Дель Понтихой? Я вообще не знаю. То есть я спрашивал тогда, задавал вопрос. Дроны будем собирать? Медицинские пакеты для ВСУ будем собирать? Раз дроны не хотите, ну там какая-то опасения какие-то есть, да? Тишина, короче. Ноль реакции. То есть, при этом я так понял, что все, которые, ну, все, кого они там пригласили и так далее, и непонятно их статус, короче. То они входят в этот комитет независимости, то не входят, вообще непонятно, короче. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Сейчас, подождите-ка, у меня тут зарендерилось видео. Так, видео зарендерилось. Так, сейчас мы... Так, подождите. Сейчас мы... Так. Так. Сейчас, погодьте. Погодьте. Что-то чушь какая-то сейчас. Сейчас. Что-то взломали меня, походу, нахуй. Так.
Вообще не понял. Так. Фейки. Это все фейки, уже доказано, короче. Ну, в смысле, это боты раскручивают там и так далее. Какие там просмотры, что, не смешите. То есть им надо раскрутить этого товарища, короче. Вот они там раскручивают. Вы смотрите по количеству лайков. То есть просмотров может быть миллион, короче. При этом важно еще смотреть длительность просмотра, короче. То есть там статистика определенная выходит. То есть если смотрит в целом, там где-то... Ну, я вот сейчас, например, 45 минут болтаю, короче. Если смотрит 25 минут, хорошо. А часто это бывает, пару секунд чувак смотрит, просто следующий переключается. Он тоже в просмотр входит. Так что тут это все сразу понятно, что, короче, это... С самого начала он туда засылался с определенной целью, короче. То есть его сейчас это... Ну, сейчас ему там на него там этот завели, там что-то уголовку, там еще все прочее. Но сейчас у его ФБР это... На это он нахуй. Накуканят на. Сейчас всю эту сетку этих ментов вскроют там, короче, которая там это вместе с ним там заехала. Так, не понял, а что за шляпа-то? Так. Что, не тот файл сбросил, что ли? Так. Нахуй нет. Хм. Так. Ну, выявит, что он шпион, короче, и в обмен его посадят. Ну, за ним наблюдают там сейчас просто. Он что так, он думает, что раз там на него уголовку в Рашке завели, короче, то с него вопросы сняты, что ли, определенные. Нет, конечно. Ну, наблюдают пока за ним, там, то есть, может, к нему там куратора, наверное, какой-нибудь подошли, вот как в свое время, как Чепмених это послали, короче. Это был агент ФБР, короче, который там какие-то кодовые слова там назвал, что-то и так далее, ну, которые совпадали с тем, что должна была Чапманиха получить, короче. Вот то же самое к нему там через какое-то время подсадят, короче. Они просто смотрят там, с кем он общается, как в сеть заводит, кого вербует в свою структуру. Так что это сейчас там все, сейчас все будет. Потом видео выпустит, как он слезно там сидит, короче, с этим, как его, с электродами на яйцах, короче, и там говорит, да, там я судимый, там убил, короче, в Сахалине заключенного избил, он там откинулся, короче, дело замяли, там дали мне там 3 года в ментовской колонии, там, ну что-нибудь в этом роде, короче, какую-нибудь такую чушь там о чем говорит, там, был завербован тогда-то, там-то, короче, служил в Чечне, главной комендатуре, завербовал тот такой-то, такой-то там, все это будет рассказывать.
Так. Так. Да, конечно, господи-то. Не смешите-то. Не смешите меня. Так. Я не пойму, что за фигня. Не хочет работать. Ну, правильно. Не слежу за всеми полудурками интернета. Что, я должен за ними, за всеми следить, что ли? Но я уже на каком-то из эфиров рассказывал, что мы там с приятелем встретились. Там была кое-какая... Ну, кое-какие вещи делали, короче. Это рано утром было, в часов 9, наверное. Ну, я выхожу с ним там, просто решаем, что делать, короче. А я должен там был возвращаться кое-куда. Ну и вот, стоим, короче, я вижу краем глаза там это... Тело идет, блядь, это Хасуев шел, короче. Такой весь какой-то несчастный, короче, замученный. Ну, то есть по нему реально было видно, что он такой весь... Ну, какой-то вот... Ну, хуй знает. Ну, как вам сказать-то, короче. Ну, бывают уставшие вот такие люди, короче. Ну, и при этом издалека было видно, что он какой-то больной как будто бы. То есть вот... Ну, и человек как будто из последних сил, короче, идет. И это... Я такой этому говорю, хочешь в кино оказаться? Я говорю, ну, а он такой, говорит, что такое? Говорит, какое кино? Говорю. Я говорю, он сейчас, говорю, там, видишь, тело идет, короче. Вот так это, заговорчески ему еще говорю. Он такой смотрит, я говорю, кто, вот этот, что ли? Говорит, ну, я говорю, сейчас он, говорю, погоди, сейчас снимать нас начнет, короче. Ну, это, давай отвернемся. Ну, и мы отвернулись, короче. Я говорю, он сейчас, наверное, там это думает, что это... Как его... Он, наверное, думает, что мы его не заметили. Что я его не заметил, короче. Ну и вот. И этот дурачок, короче, а поворачиваюсь, а он уже стоит, короче, уже ближе подошел. С телефона он так стоит, снимает, короче. Я такой... Ну, меня просто на ха-ха пробрало. Я говорю, смотри, говорю, снимает, все, сейчас скоро ролик выпустит с нами. Ну, это... Ну, в общем, жду, пока там Хасуев что-нибудь там не смастерит, короче. Ну, это... Ждем, короче. Ну, вы ожидали же еще там 3 года назад меня, я помню, спрашивали, что потом будет. Я говорю, конечно, рано или поздно должен быть. Куча факторов на самом деле. Кто-то говорит про 12-летние циклы. Я говорю, что там скорее 30-летние циклы, потому что последний раз крупное наводнение, по-моему, 92-93 года были, или 91-92. Но там
выход на пойму Селенги, он был связан с тем, что уровень Байкала не опустили, короче. То есть он тогда был на 2 метра выше, и поэтому, естественно, что Селенга, она вышла, короче. То есть если бы вовремя сбросили, скажем, в 90-м году там на метра 2, на 3, короче, уровень Байкала сбросили, то тогда как бы это не затопило бы. Там Улан-Удэ в поймах там и так далее. А так, ну, у нас же горная республика, вы поймите, там постоянно сели должны сходить, постоянно там в горах копится большое количество воды, там в каких-то там местах, из которых потом сели возникают и все прочее. И раньше это все нивелировалось тем, что, допустим, каждое дерево, оно примерно 1,5 тонны воды держит, корневая система. 25-летняя сосна, скажем, в земле. И поскольку сейчас практически все вырублено, то, естественно, нет вот этого сдерживающего фактора в виде леса. То есть там сейчас пеньки и все прочее, короче. Да, там может быть что-то растет сейчас, но не в таком большом количестве, способном удержать большое количество влаги. С другой стороны, с какой-то периодичностью, и она, я более чем уверен, что за 100 лет наблюдений метеорологических, там определенная какая-то система выведена, безусловно. То есть то же самое, как в свое время там палеоархеологи, они установили о том, что рост Монгольской империи, он случился с тем, что на протяжении порядка там 50-100 лет, перед тем, как монголы, значит, начали завоевательные походы, степь расцвела, короче. То есть там обильные дожди были, то есть удачное сочетание, то есть в течение 100 лет, короче, там удавалось откармливать огромное количество, ну, скота, плюс зимы были помягче становились. И, соответственно, численность населения выросла, потому что, ну, как бы, жратвы полно, там все прочее. В 100 лет там сколько? 7 поколений входят, да, примерно. Раньше там, ну, где-то 15 лет можно было считать одно поколение. Это сейчас где-то примерно 20-25 лет. А тогда, наверное, лет 14-15 целое поколение было. То есть вполне подходит. И за это время, ну, конечно, вы представляете, то есть там, скажем, ну вот сейчас представляете семью из 10 детей, например. Каждый из этих, скажем, дал по 7, по 8 детей, да? Сколько там уже, ну, втором поколении, уже 80, да? Считая этих. Следующий еще дала столько же, там сколько, каждый по 10, там, и так далее. То есть, ну, это геометрическая прогрессия просто растет население. То же самое у бурят. Вот там некоторые у нас экономисты, там, номадное животноводство вернутся в степи, да будем брать столько, сколько мы сами не съедим, типа, отсутствует там хищническое потребление, там, я говорю, ну да, говорю, ага, ну, конечно, ну, дурачки, короче. Но рациональное зерно, они вот, видимо, в этом видят, что, короче, людишки добровольно там откажутся, значит, пойдут вот эту баранятину есть, да, ну и жить будут там лет 30, например, да. Ну и одновременно с этим, мол, короче, вот это животные инстинкты проснутся, и там придется бурятам размножаться, короче. Но я просто в это не верю, что какая-нибудь кривоногая бурятка, которая там за 100 лет эволюции закончила ее тем, что там купила праворукую или леворукую какую-нибудь Тойоту, короче, да, и она вдруг от этой Тойоты добровольно откажется, короче, и в степи будет там на коне скакать, короче, на каком-то. Но я не верю в это просто. В то, что подобного рода хозяйства, то есть я охотно верю в то, что если бы не было люмпинских этих комбедов и совхозов, у нас бы были крупные агрохолдинги сейчас, да, были бы вот эти люмпины, там, комбедовцы, вот эти все коммуняки и так далее, там, батрачками нашими, батрачили бы, неплохо денежку бы зарабатывали для нас, короче, а мы бы уже, ну, как бы наёны, собирались бы вместе там в какой-нибудь там Урал, короче, обсуждали бы великие дела там и так далее, и будущее нашего бурятского народа, конечно. Ну, сейчас вот, конечно, люмпины сидят, говорят, о, мы, блядь, вам не дали, нахуй, блядь. Не вы нам не дали, а русские не дали, которые вас, дураков, использовали в качестве разагитированной массы.
Ну и сейчас тоже мы видим последствия, что вот люмпен сейчас платит. Вот тот, который предал в свое время бурят, они сейчас вот платят своими там этими племянниками, детьми, там, отцами, дедами там и всем прочим, короче, они сейчас платят русскому миру монетку-то. Ну, то есть русский мир-то, он говорит, давай, гони. И во Вторую мировую войну сгноили сколько, короче. И вот сейчас, и тогда, когда чеченские войны, тоже единственные нации, которые там поперли, это буряты с этими, с якутами были, короче. Которые в Чечню поперли. Татары отказались. Башкирия тоже. Конечно, я вам говорю, они загонишь, потому что образование дают. То есть любая дура, она у нас с дипломом, короче. Вот любую дуру поглядите, короче, самую примитивную вот эту зетошницу. У нее там не один, а два диплома даже. А может это три даже диплома, короче. Еще, наверное, кандидатская степень сверху еще навешана, короче. Сейчас же их полно стало. И типа вот тяга к образованию, вот молодец, там типа все там это. А что толку-то? Она как была тупой пробкой низкоинтеллектуальная, так и осталась. Ну, просто механически выполнили. Какие-то работы там защитились и так далее. То есть, ну, это же интеллекта ты им не добавил. Это раз. Во-вторых, это, как его, я поэтому и говорю, что священная матка русской женщины, она должна вот эту разницу восполнить, короче. Ну, и, то есть, это мессианское, это даже вот культ создадим. Это вот Алангуа, короче. Вот, как это, священная коза или там как там, священная олениха. В общем, и поэтому это всех Оль, всех Наташ будем Алангуа называть, короче. Алангуа номер 1, Алангуа номер 2, короче. Татуировку делать и по скифской традиции. Номер, короче. И будем грамоты давать, короче. Вот там приплод там 7, у этой 5, у этой 2, короче. У которой 2 на почетную пенсию, короче. Мало плодится. Ну, причем это не будет вот так, что там какой-нибудь Баирка будет там бегать и плодотворять. Это все цивилизованно. Через систему отбора эмбрионов будет там и так далее. То есть всех уродов, там, всех дебилов, короче, всех люмпинов и комбедовцев сразу на еще вот этом этапе, пока там на 2 клетки разделилась яйцеклетка, уже будем чик, брать и исследовать на ДНК. Короче, всех уродов, всех дебилов, короче, будем в этого удалять, короче. Ну. Нация будет воспитывать. Ну вот в Америке же сейчас это дело продвигают, короче, там, ну что типа это, ну как вот это, гад такой фильм есть, нормальная тема, короче, там уже говорят, все там, ну твои яйцеклетки, короче, там вкалывают, тетки там у нее там яичники начинают эти яйцеклетки выэтовать, короче, их там специальным методом оттуда из матки выдергивают. Ну и вот, и оплодотворяют, короче, уже там на стадии эмбрионов берут ДНК и смотрят, короче, значит, вот тут будет дебил, вот тут будет физически развитый, но умственно отсталый, вот здесь будет, ну, такой хороший середнячок девочка, короче, вот здесь будет, значит, голубоглазый блондин, там, 2 метра ростом, IQ выше, там, 150, короче, кого оставить? Ну, и люди так будут смотреть. Ну, конечно, говорю, интеллектуально развитого, ну, и красивую дебилку, например. Ну, и нормально, что. Раз-раз, ей тут же подсаживают эти 2 эмбриона. Они, ну, они еще такое имеют свойство разделиться на 2 яйцевых близнецов. Ну, этих, на близнецов именно. Однояйцевые, которые вот эти есть. Бывает, что разделяется, короче. Ну и раз она там 2 эмбриона подсадила, у нее 4, а может быть 6, короче. А может 8 вообще. Ну и сейчас же уже вот пошла эта тема, короче. По улице ходишь, блядь, глядишь, там дохуя этих, как его.
Ну, близнецов, короче. У меня первая мысль это ЭКО. В 95% случаев сейчас это именно из-за ЭКО, короче. Ну, то есть, если у них там в семье, конечно, там, скажем, 3-4 близнеца, то другое дело может быть генетика. А так это большей частью ЭКО. И в Улан-Удэ, кстати, я таких тоже дофига видел. Ну, видать, не могут родить, там, знаете, это уже некоторые женщины там молодость там прогуляли всю свою, там пропили, переморозили там свою кормилицу там и так далее. Тоже же, ну, частенько таких, это, ну, женщина же хочет, чем более низкоинтеллектуальная, плюс низкоценящая себя женщина, тем она это как его больше вот этих прелестей оголяет. Ну и у нас зимы холодные, там продуть могло, там еще там что-нибудь, короче, или после сауны там ее в снегу забыли, она тебе там что-нибудь отморозила. Конечно, единственный метод воспроизводства именно ЭКО. Очень удобно. Я сейчас вот Ермек Нарымбай там что-то, короче, порвался. Я ему говорю, а что, говорю, ну там какая-то казашка, певица странная, 50 лет там, короче, ну как будто родила. А там есть такой закон вроде как, что только женщина родила, и можно этого ребенка взять и на себя записать, короче. А генетически-то он ее, ейный, вот этой 50-летней тетки, и он там что-то порвался. А как вот ты, что ты можешь там, короче, это, что вот мать типа и проститутка что-то. Я говорю, а почему здесь суррогатная мать, говорю, и проститутка, говорю, ты почему говоришь, что они ну, тождественные, типа. Ну вот, за деньги я родил. Ну, это просто вот недостаток вот старого поколения. У меня же много стариков смотрят. У них недостаток образования. Потому что вот с материалистической теорией Карла Маркса, короче, что такое родитель? Это биологический родитель, в первую очередь. То есть 50% генов от мамы, 50% генов от папы, короче. А если она просто сосуд, в котором там яйцеклетка развивалась, да, она какие-то может данные передать, но они никак не влияют на генетику совершенно абсолютно. Может быть, каким-то образом влияет на иммунитет, еще на какие-то, может быть, но мы там ни кошки, ни собаки, у людей все по-другому устроено, короче. То есть никаких там этих, как его, трансляций генов, там еще что-то не происходит от этого сосуда, короче. Сейчас просто наука и техника, она не дошла до такого, чтобы искусственную матку выращивать. Ну, пользуются пока временным инкубатором живым, человечем. Ну, конечно, другой этический вопрос, что как, мол, там и так далее. Ну, если, извините меня, 50-летняя женщина, первое, родить не может. Второе, у нее там яйцеклеток уже, скорее всего, после этого, после климакса, короче, и не осталось толком. Во-вторых, если она до этого не рожала, то она и умереть может во время родов, если даже она забеременеет. Конечно, если есть деньги, что там, заплатил какой-нибудь нищенки. Причем там часто вот эти матери, суррогатные матери, они именно как это называется, они рожавшие уже обязательно набираются для того, чтобы проблем с рождением не было. И плюс первородки, они говорят, вот если она первый раз рожает, у нее там, говорит, это психически изменяется и может возникнуть сильная привязанность к тому, что из ее там это влагалище вышло, короче, дитё какое, и она может вот не этого ребенка не отдать мой, там все прочее там и так далее. А вот когда она уже второй, третий родила, короче, она уже по-другому смотрит там, то есть тут уже главные денежки, да, короче, это. Я вот был на ТикТок какой-то украинке подписан, которая уже второй или третий раз кому-то рожала, помогала, короче, то есть, ну, у нее прям философия такая. Я вот помогаю там бездетным женщинам, вот себе хату купила, короче, там, типа обеспечиваю своим вот этим детям, которые это, короче, вот уже второй, ну и типа, и нормальное содержание, ну что, бездельница такая, короче, что там, практически каждый год рожает, но там у них, говорят, должна быть пауза в год, что ли. Но теоретически она и каждый год может рожать, то есть если у нее организм позволяет, короче, а что ее там постоянно там бабки ей дают там на витамины, на все прочее, короче, она все это дело употребляет, если там, ну, европейские женщины, они же вообще там
до того, как контрацепцию придумали и аборты, они же рожали, беременели и рожали в среднем 8 раз. То есть 150 лет назад женщина беременела и рожала 8 раз. В среднем. Европейка, короче. Бурятки рожали меньше, то есть там даже какие-то исследования были по поводу, ну, они удивляются, что это, а потому что бурят другой отбор был, короче. Там важно было, чтобы ребенок в сложившихся условиях выжил, а не количество. То есть, и вот в этом-то и проблема как раз. В том, что если бы буряты были по-другому устроены, то у нас бы, конечно, и больше было. Там, и 8 миллионов, и 10 миллионов, короче. Но вот из-за проблем вот этих определенных, поэтому у бурят вот эта вот система репродуктивной медицины, она должна быть очень сильно развита. То есть все должно быть сейчас направлено в том числе на это. То есть вот те, которые бурята там сидят в Министерстве здравоохранения бурятском, они должны вот на эту тему работать, короче, продвигать вот эти нарративы о том, чтобы исследовать, почему буряты мало рожают и так далее. Вот вчера, по-моему, 12 общественных организаций осетинских написали коллективное письмо Путину с требованием не мобилизировать, короче, осетин на том основании, что нужно сохранить генофонд осетинский. Потребовали раскрыть списки молодых людей, которые погибли там и так далее, ну, они до сих пор закрыты. Вот я понимаю общественники, короче, то есть никого там не боятся, никого нет, и понимают, что... А почему сила? Потому что, ну, вот осетины, они так вот получилось, что исторически они как бы были проводниками русской политики, короче. И они поняли, что сейчас на фоне вот быстро размножающейся Чечни, Ингушетии, Дагестана, там, соседних других, так скажем, кабардинских и балкарских республик всяких разных, да, у них, видимо, такая же тема у осетин сложилась, как и у русских, и у бурят, короче. Ну, вымирание. Еще тут генофонд уничтожается, короче. И вот они письмо написали. А где наши эти, блядь, общественные бурятские организации всякие там? Наследие Лун, там, короче, там, Конгресс, ну, не Конгресс сейчас это, детище Егорова, короче, сейчас в список экстремистских организаций внесли. И, кстати, по поводу экстремистских организаций не договорил. Ну, еще 20 минут поговорим. Что это грозит, короче? Все вот эти представители, так скажем, всяких вот этих организаций, типа РХТМа, там, Тузгара, там, и так далее, которые там, ну, подванивали, подпукивали, короче, да? Какой-то дурачок пишет, чтобы рожал интеллектуальных детишек. Интеллектуальных не надо, главное приспособленных, чтобы и тракистами могли работать, и воевать, и все прочее, короче. Поэтому вот эти вот внесения в список, да, экстремистских, для чего? Они уже, скорее всего, всех выявили, кто подписчиками является, короче, в этих телеграммах во всяких там и так далее. Плюс там был такой сайт какой-то, где дианонили этих комментаторов, короче. Я поэтому сразу там предупредил своих еще до того, как дианон произошел. Я говорю, там радикальщину нахуй меня не гоните, короче. В письме мне можете написать, присягу принести там и все прочее, короче. Но там никаких комментариев не надо оставлять, короче. Дианонит быстро. С использованием системы ОРМ там и всех прочих, короче. И всех их сейчас начнут грузить. Ну, то есть просто начнут там приходить и говорить на работу. А этот ваш, вы знаете, пишет комментарии в экстремистской группе против русских там и так далее. И многие же бурятошки, они же запуганные, зашуганные, короче, особенно вот там какие-то работодатели там и так далее. Да, как вы, что? А что это? Ну, вот тень бросает на вас там туда-сюда. Вот надо его уволить, короче.
А этот хрен без соли доедает, например, у него ни ресурсов, ничего нету, короче, ну, нищий. И он вот себя будет корить всю жизнь за то, что вот он там какие-то комментарии оставлял и все прочее. Ну, это когда душка нету, когда слабенькие там и так далее. Ну, большая часть буритошек, короче. Но даже цель не в этом. Цель в том, чтобы, короче, их завербовать. И вот сейчас я вам гарантирую, что сейчас какое-то время пойдет, и вот эти все, которые там подхрюкивали, подвекивали, короче, в этих тузгарах и в РХТНах, да, они начнут друг на дружку стучать, они там агентами станут самыми настоящими, короче. Ну, потому что из семей хуевеньких, с родителями запуганными, зашуганными, короче, понимаете? То есть с алкашами какими-нибудь и все прочее, которые вовремя не выбрались. Ну, и не смогут выехать там. Максимум предел их мечтаний это в Монголию выкатиться, короче. При этом, сколько уже там война идет, не могут там ни заграничный паспорт себе сделать, ничего. Я уже предупреждал всех давным-давно, короче. И вот внесение в эти списки еще одновременно вот этим всяким квадратномордам, там, вот этим всяким, все, ну, их имущество там, короче, счета арестовали, поди, все прочее, короче, они там, может, какие пенсии еще получали, короче, поэтому сидят, не рыпаются, что-то тишина какая-то, вроде радоваться должны, там, кричать о том, что, о, нас экстремисты, плюс другая тема, Гарможапа в этом месте с Арно-то они на американских бабках сидят, плотно, бабок-то у них полным-полно, вагон и маленькая тележка. А эти-то не влезли. И одновременно они в экстремистских списках, короче. И эти списочки, они тоже тогда будут рассылать. А вот посмотрите, эти грант хотят получить, а они сепаратисты. А мы сепаратистов не финансируем. Какой-нибудь американский фонд по развитию демократии плюральной, там еще что-нибудь. Ну, понятно, что это может быть один из способов для того, чтобы отказать в каком-нибудь финансировании, короче. Ну, в грантоедстве обыкновенно. И поэтому я вот предупреждаю всех, кто там это, как его, вякает, хрюкает, короче, в том числе на меня. Особенно в этих группах, короче. Вы там не хрюкайте, короче. Хрюкайте у меня где-нибудь. Потому что я не экстремист, я не террорист. Правда, мы сейчас партию национально-освободительную будем делать, короче, вступайте в нее. Скоро Google формы, Google или Microsoft формы я сделаю. Короче, в общем, будем переходить в область политической борьбы, естественно. То есть будем заниматься политической деятельностью здесь, в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Нужно повышать сознательность, субъектность бурятской нации за рубежом, так скажем, в изгнании, как многие любят говорить, увеличивать. Так что, а что ты, Донжанов, спрашиваешь? Сейчас все организуем, я говорю, донаты приветствуются. Вы же не скидываете деньги для того, чтобы я, так скажем, на месяц куда-нибудь на курорт уехал, как это Ленин в свое время делал. Ему Сталин привозил золотые рублики, а Ленин уезжал там на какие-нибудь курорты, короче, пил воду минеральную, отдыхал, и там каждый день по 10 листов, там по 20 листов строчил, короче, помимо переписки какой-нибудь. Крупскую мне тоже надо прислать какую-нибудь, только не Низовкину, короче. Какую-нибудь бурятскую крупскую надо, чтобы сидела там, за меня писала тексты, я бы ей надиктовал. Тогда работа быстрее пойдет. А поскольку вы же мне не донатите, сволочи, поэтому, соответственно, работа идет медленно. Сейчас создадим партию, проведем выборы в политсовет нашей партии, короче. Люди есть. Значит, программу партии выпустим. Методы политической борьбы обсудим. Значит, выведу анкету в Google формах, либо в Microsoft формах, короче. Там посмотрим, где по защищению, короче. Заполняешь анкету. Там, значит, привязываешь карточку свою с оплатой партийных взносов, короче. Все. Мы тебе высылаем такой членский билет. И ты его можешь, скажем, в американском суде предъявить, сказать, что а я вот член партии вновь образованный.
Мы вот политическую борьбу ведем, то есть методичку такую еще выпущу, короче, чтобы, ну, четко там на суде тебя будет американский судья, скажем, спрашивать, а что ваша партия? Что там это? А ты вот прям по методичке, блядь, да вот, да там независимость, суверенитет и так далее, деколонизация, там украли ресурсы, репрессированный народ там и так далее. Ну, чтобы человек видел, что ты это подкованный. Я просто помню, короче, Эрдем Гамбоев меня пригласил там походить эти листовки пораздавать там этой, по партии Яблоко, короче. Что-то они хотели в 17 году, чтобы я в партию вот вступил. И Эрдем Гамбоев меня спрашивал, что будем, говорит, вступать в эту партию? Я говорю, да ну нахуй в эту, блядь. Ну, стареющий, тем более, Блинский такой хуйни наговорил, короче. Ну, то есть стало понятно, что это просто перехват повестки в свое время был, и они хотели, видимо, из Яблока сделать партию этих интеллигентов, короче. Я говорю, не собираюсь. Ну и ходили мы там, листовки раздаем, какой-то буритошка такой, тупой, с тупой рожей, короче, там, с бабой шел. Что это у нас тут такое? Я говорю, что, говорю, листовки предвыборные раздаю. На, возьми, говорю. А он такой это, ну, видимо, от наглости это ототался, короче. О, а что ваша партия? Ну, я прочитал перед тем, как раздавать. Говорю, вот там либерализм, там, что там, что-то. О, такой, ну, ей как будто бы этой бабенке-то говорит. А, говорит, этот, как он, как же он сказал-то? Что-то такое смешное, что это. А, идеологический, мол, типа, ходят тут идеологически. И на нас ментовку вызвал, короче. Прикинь, выпрыгнули эти мобовцы, блядь, эти ебучие с этого советского РУВД. Буквально там через 2 минуты, короче, приехали. Я говорю, что надо, говорю. Там, документы, там еще что-то, короче. Я говорю, нет у меня документов с собой. В отдел проедем, я говорю, на каком основании, короче. Ну, это, ну, говорю, Эрдем, иди-ка разберись с ними, короче. Ну, и Эрдем Гамбоев туда раз в эту машину к ним что-то сел. Они там Вась-Вась, видимо, по-бурятски поговорили, короче. И этот, ну, мент выходит такой, ну, типа там, типа, ну, вопросов нету, типа, к вам. Ну, и это, как его, разворачивается. А этот такой сидит, короче, ну, стоит с этой с бабой такой, короче. Я говорю, что, говорю? Ты, говорю, вызвал, что ли, говорю. Ну, и на него попер, короче, просто. И он, значит, это вместе с этой бабой давай от меня сваливать, короче. Я говорю, ни хрена себе. Ну, вот такой вот дурачок. Я говорю, что, говорю, единорос, что ли, там, или что? Ну, что-то я ему там это начал говорить. Но меня просто это взбесило, что какой-то дебил, у него просто на роже написано, что, ну, не дебил, но вот такой, знаете, крепкий хорошист, их так можно назвать, четверочник такой. Знаете, ну, такой с дебильцой немножко, короче, каких много. Я думаю, блядь, вот откуда таких буритосов? Ну, видит, ну, там листовки раздает там, короче, да. Причем это было предвыборное время, когда там, ну, вся вот эта Госдума, там что-то выборы какие-то, или 18-й, или этот год был, я уж не помню. Ну, короче, в какие-то вот эти годы. Там еще, по-моему, с Тумуре он встречался и с Заякиным тогда, потом там еще прискочил этот, у которого дом-то в этом, то ли в Барселоне, то ли в Гибралтаре, Бартунаев, короче. Бартунаев скользкий, конечно. Ну, может быть, это там что. Заякин тоже там что-то обещал там на предвыборную кампанию какие-то бабки выбить, короче. Вот все пиздеж оказался. Ну и вот. И в итоге это... Данжан, сейчас супер. Сколько бы ни вступило, главное, что мы сейчас создадим фундамент для нашей будущей Бурятии от Енисея до Амура, говорю, Данжанах. Ты, говорю, не бойся, ты за нас не беспокойся. С тебя самое главное помогать нам имуществом, словом и делом, короче. Будешь для нас собирать информацию там. Если ты в Рашке внутри находишься, короче, будешь передавать информацию для ЦРУ. Я тебя сконтактирую с контактом. Так. Надо же, осмелел. Ну-ка, Максар, скинь-ка свой номер телефона, я тебе позвоню, побазарим, короче. Или эфир отдельно сделаем, там выскажешь, короче. Знает таких.
Максар Данжалов, сейчас погуглим, какой ты страшный, как ты страшно выглядишь. Кто такой? Есть вообще такой, нет? Короче, вижу комментарий под симпатичной буряткой Алимой. Ах, проказник. Так. Где ты там еще активен? Баргуты отмечают уникальный баргутский праздник Милан, короче. Так, где ты еще? Под Анфисой Чеховой базаришь. Да ты какой-то этот бот, что ли, короче. Так. Ну-ка посмотрим. Где-то там. Короче, профессиональный бурят, однако, у нас. Где это там, Максар? Что ты там пишешь? А почему у меня здесь это? Так, сейчас. Почему я имен этих не вижу? У меня какая-то шляпа здесь написана. Так, где там? Где ты тут? Сейчас. Сейчас мы тебя дианоним, бля. Ну да, у Алимы хорошая талия неплохая. Так. А, вот ты, дурачок, вот ты. Сигир 48, короче. 48 лет, что ли, тебе? Так, 5 подписчиков. Сейчас. Методом научного тыка мы сейчас тебя выявим. На каких форумах сидел, что писал, короче. Так. Не. Сейчас, методом научного тыка, короче. Так, сейчас. Здесь не ищется, здесь посмотрим. Все, тебе сейчас конец, короче. Ты пиши. Больше следов оставляй. Так. Вижу, какой-то шпанец, короче, есть такой. Так. Сейчас смотрим. Так. Сейчас найдем тебя, сволочь. Так. Какой-то он шпанец, короче, какой-то метисенок. Метисенок какой-то выскакивает. Вот это не ты? Сейчас, подожди. Вот это не ты, Максар, не? А? Не ты это? Ну-ка, напиши ко мне. Страшный ты какой, господи. В интернете все можно найти. Это шпанец там, короче. Или там что это, цыгеновские тролли, короче. Сколько платят-то за комментарий? Ну, я так одного зашугал, короче, он же это, как его, там везде жаловаться начал, короче, там какой-то полудурок там мне в этих залез там, короче, вот такие портянки начал писать. А я ему пишу, я говорю, ты что это? Говорю, ты кто это? Ну, там, через деанонимизатор есть такой в этом, в телеге были какие-то деанонимизаторы, короче, пробили его, там, фотки все, короче. Я говорю, так, говорю, дружок,
фотки его выкладываю, короче, а он там жалобы начал строчить о том, что, типа, я его личные данные, короче, выдаю. Нет, это, говорит, не я. Я говорю, как не ты-то, говорю, если это ты? Ну, просто по профилю похоже, что это вот какой-то обмудок такой, знаете. Ну, неудачник какой-то, метисенок там, короче, вот, без отцовщины, видать. Ну, где-то я жестко же по таким этим людям-то прохожусь, короче. И у него это, видимо, там попку порвало, короче, и он думал, что его не дианонят, короче. Я, позвольте, в интернете с года 97-го, короче, там тогда вообще очень легко все это делалось, короче. Дианонить можно было вообще без проблем, всяких разных там, по-разному. Ну, знаю, как это делать, короче, так, между делом, без всяких там этих, блядь, наблюдения и все прочее. Есть же еще там глаз Бога, еще там что-то, но у меня доступа нету, потому что, опять же, вы не донатите. Если бы донатили, я бы уже там половину бы этих своих подписчиков бы дианонил, короче. О, пишешь. А, это или это этот, или это алкоголик, короче. Алкоголик это ты? Тебя забанить? Ну-ка, напиши-ка. Видите, смотрите, какая риторика сменилась, короче. Это, наверное, почитатель этого, нашего алкоголика. Это, любишь воздушные коктейли? Напиши. Так, сейчас у меня зарендерилось. Сейчас подкастик обновим. Так. Сейчас подкастик обновим. Так, а куда ушел-то? Так, ладно, уже час 30 сидим. Напишите в комментариях, как видео смотрится. Прямой эфир можно вообще смотрибельно. Потому что надо будет отдельно видео, однако, записать, как можно пользоваться будет это сторонними программами для того, чтобы просматривать для того, чтобы просматривать так. Так. Так, пока вот так сделаем. Так. Ладно, на этом с вами попрощаемся. Завтра, послезавтра постараюсь тоже выйти в прямой эфир, ну, как получится, опять же. Донат приветствуется, и, в общем, закончу нашей бурятской триадой. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Дахинул завтра БРТ.